Сегодня играет на МК. Будет на МК играть Ларл, Мидер, Team Spirit. Что вообще нужно знать на МК? У вас есть два вида стрельбая. Это две сорокалетки, три ветки слиперс, чтобы выйти там в бенд быстрый, там тапок и снежок. По раскачке вы должны на первом левеле почти всегда качать палку, ее использовать на ФБ и контестить ранжа. Далее вы качаете на втором левеле, у вас всегда 1.01 раскачка. Потом на третьем левеле качаете джингу, на четвертом палку, и на пятом левеле холдите скилл point, чтобы, если что, вкачать реденс и прыгнуть на героя, либо наоборот упрыгать. В сложные матчапы какие-нибудь, где вас могут убить на втором левеле, на втором, третьем, четвертом, вот опять же тот же какой-нибудь Лишрак СФ, можете на втором левеле ничего не качать, чтобы вкачать тот же триденс и резко упрыгать от чела. Либо прыгнуть там на водичку, отжать водичку у чела, и все в этом роде. На пятом-шестом левеле джингу в 3, холдите скилл point на ульт, чтобы, если что, задавить по тавер на какой-нибудь линии и поставив арену. После того, как докачали джингу в 3, берете... у вас уже триденс в 1, докачиваете палку, потом докачиваете триденс, и только потом берете джингу. По талантам берете на 10-м талик скипаете, на 15-м берете левый, если вы можете пиздиться с челами. Правый, если вы выступаете в роли такого больше человека, который просто сетапит киллы и прыгает по деревьям, там, скипает пачки. На 20-м всегда левый, на 25-м плана на игру. Вы должны просто отстоять мид, можете доносить фласки, как сделал уже Ларл. Докупил себе он бенд и фласку, чтобы сейчас отпиться и, возможно, как-то перевернуть матча в свою сторону. Там сейчас он пачка умрет, отобьется флаской. Вот халдит скилл point на всякий случай, чтобы, если что, упрыгать. Если сейчас добьет пачку, отобьется флаской и, может быть, что-то сделает. Прикольно, там набьет палку, попытается героя убить. Или что-то в этом роде. Просто терпите, старайтесь максимально много гриппов донать, добивайте, у вас тычка огромная, армора у вас много. Старайтесь играть максимально агрессивно. После того, как набили две тычки на вражеском герое, можете дать палку и плюс тычку, чтобы набить джингу себе. Либо можете дать 3 тычки в героя, чтобы он ушел по тауэр, и под конец действия джинги на вражеском герое дать ему палку, чтобы набить, соответственно, джингу. Вот. В целом, в такие матчапы вот снайпер, в них ничего не сделать, в целом просто терпите, ждете 5-ю минуту, и чтобы нажать мисчиф и пойти на другую линию. Старайтесь крипов контестить там всякими, палками контестить. Всегда, если вы играете на миду, и вот такая ситуация, то, что вражеская пачка умерла, а ваша бежит к герою по тауэр, всегда моментально разворачивайтесь и идете 105 крипов. Исключение — это если спавнятся руны воды либо активки. В таких ситуациях вы сразу же идете забирать там либо активку, либо водичку, чтобы они не остались вражескому мидеру. Желательно, если это водички, забрать их, попытаться 2. Вот. Донать врагу по тауэру вы никогда не идете. Только если вы не можете там в этот момент под глиф там задавить за ним или что-то в этом роде, там, подонать ему за фри крипов, потому что он там лоу хп к пачке не подойдет, и либо у него там тычка 0, как у инвокера какого-нибудь. Но в такие матчапы лучше поставить пачку, поэтому он стопит крипов, стоит по тауэрам и просто терпит, чтобы апнуть себе там левел 5 примерно, купить тапок-снежок, халдит скилл point постоянно на 3 dance. И еще просто уйдет сразу же с 5-й минуты, скорее всего, на топ. Вот наступает 5-я минута, вкачал 3-дэнс, чтобы перепрыгать вражеский вард. В паблике это вам не нужно будет, скорее всего.
в паблике вы просто побежите, ну, в мисчифе, и 3 потратите, чтобы задавить за героем. Ну, потому что тиммейты не будут этого, ну, помогать вам идти первыми. Первым пойдете всегда вы в обычном паблике. Он спалился на смотрителе, понял, что убить не получится, сразу же развернулся, чтобы не лузать пачку в миду. Если видите то, что там герои ушли слишком глубоко вражеские, либо у вас союзники просели по ресам, тоже моментально разворачиваетесь и идете бить пачку в миду, чтобы не проебывать крипов. Еще, если вы вдруг гангаете, нужно всегда контролить активки на 6-й, 8-й, 10-й минуте. Можете выходить под виздом на 7-й, на вражеский, если есть возможность давить, допустим, там запушена пачка, либо у врагов лауресы, или помочь на союзной, если ее пытаются отжать. Вот, сейчас с виздом. Только что была драка в миду, 2 героя в таверне, там один в миду, у них есть про это инфа, сразу же на МК стрейфуется на виздом вражеский. Пачка там практически, ну, запушена, поэтому спокойно здесь отбирает виздом. Нужно помнить, что на МК с 5 по 12 минуту примерно вы сильнейший герой в целом на карте и можете себе позволять, ну, почти практически что угодно. Он сейчас, если тут запушится пачка и враги сюда встанут, он может поставить арену на них и задавить. Он может сейчас просто прыгнуть на Разора, под клока его попытаться убить. И вообще, ну, может себе позволить что угодно. Он этого не делает, потому что ждет, пока покажется герой на карте. Если сейчас вдруг... Вот сейчас все показываются, и он моментально, ну, ставит арену и убивает. Вот. Не сделал этого раньше, потому что еще не видел вот этих 3 героев в миду. Как только появилась инфа 100%, о героях на карте сразу же, ну, делает килл, качает тут пачку. Если вы вдруг поселились на какой-то линии, после того, ну, допустим, сделали килл под 5 минуту, активки, там, даблкилл, активка еще не скоро, и в мид возвращаться в падлу, не забывайте кемпик рядом подкачивать. Ну, чтобы потом после кача кемпа вражеский герой ресинся, тэпнется и убить его после ТП. В какие-нибудь вообще хуёвые нестоябельные матчапы, там, в Хускары, Квапу, можете прямо там на минуте 3-4 нажать мисчиф, уйти с линии и поселиться на другой, просто чтобы там киллы поделать, потому что вы уже, ну, ничего не получите в этой, ну, до минуты 15, но при этом, если вы придете на какую-то линию, вы испортите врагам игру и своим союзникам ее очень хорошо, очень жестко облегчите. Не стесняйтесь этого делать, это, ну, единственный выход в такой ситуации ваш. После того, как поделали движухи на карте, вы всегда будете проседать по крипам. Вот, допустим, как сейчас, 10 минута, всего лишь 38 крипов. Поэтому вы после минуты, после того, как поделали, ну, какие-то мувы на карте, там, 3, 4, 5 киллов сделали, неважно, вы или у вас ассисты, вот, допустим, как сейчас у Ларла, вы чуть-чуть подзачиливаетесь, чтобы добить себе шмотку какую-то, там, диффуз, коррозию, там, неважно что. Потому что враги уже будут ожидать ваши вот эти выходы на линии и уже будут с ради телепортами. Вот такие мовы на МК вы делаете вначале, расстаете людей врасплох, уже потом, после 2, 3, 4 раз это уже работать не будет даже на низком рейтинге. Лучше чуть подзачилиться, камбэкнуть по крипам, чтобы в случае, если вас убьют, когда у вас там стрик там 5 или, ну, у вас 6 ассистов и 30 крипов, чтобы, когда вас, ну, чтобы побить крипов и не выпасть из игры, не потерять темп. Если вы дальше продолжите АФК убивать, то вы рано или поздно можете ошибиться, и
потерять свой темп и этим самым проиграть игру. Убьют вас, убьют за это вашу команду моментально, и все будет у вас плохо. В таких ситуациях вы просто встаете в мид там и бьете крипов, и приходите на другие линии только на телепортах. Если вдруг не хватает маны, можно купить какие-нибудь капельки, ну и в определенные игры, где ну, есть какой-то magic damage, вообще любой, чтобы просто не просать по мане. Потому что в активных играх постоянно прыгаете на Primal Spring, который стоит очень много маны, у вас монопул 600, у вас каждый спел по сотке стоит. Вот все просто качает мид, чтобы не выпасть, и в случае чего просто тэпается, вот так вот убивает всех без шансов. И дальше сейчас побежит в мид. Старайтесь передвигаться по карте в мисчифе, потому что, опять же, во-первых, вас не видно на миникарте будет, во-вторых, вы быстрее банально. Триденс особо не юзаете, потому что он долго кэдэшится без аспекта на этот сам триденс, поэтому передвижение в основном до 20 минуты за счет мисчифа, уже после 20 можете на триденсах прыгать, искать героев, там с шарда на них прыгать, догонять и так далее. Ну, либо вот так вот хайграунды перепрыгивать, чтобы его вот так вот не обходить, просто перепрыгивайте через хайграунд. Еще, если забираете товара какие-то, бьете тауэр, можете запрыгивать на деревья соседние, чтобы чекать, тэпнулся ли, ну, тэпается ли кто-то в кусты у вас, там на это, и аналогично в боте там это. И так, ну, на всех линиях есть такие места. Как только появляется возможность, сразу старайтесь открыть все Т1 вышки. Открыли сначала там после файта хорошего в миду, и после того, как там, ну, враги забили хуй на Митауру, открыл сразу мид вышку. Сейчас убили Чена, открыли топ вышку. Сейчас тиммейт, ну, он, скорее всего, не пойдет. Пойдут его тиммейты открывать бот вышку. Он тут качается, ждет, пока прилетит диффуз, чтобы с диффузом сделать какой-то мув. Далее покупается всегда в основном шард, чтобы прыгать на героев, чтобы их догонять с помощью, ну, комбинации Триденса плюс Primal Spring плюс шардового первого спелла. Также шардовый первый спелл дает эффект от Primal Spring на 40%. То есть там и урон доп, и слоу, так что, ну, вообще мега супер гуд. Прилетел диффуз, покачался, скип толкнул линию и сразу же побежал делать какой-то мув. Если бы тиммейт не нажал его смог, если бы он там, ну, играл бы, допустим, в паблике, то он бы просто сам нажал бы мисчиф и, ну, побежал бы куда-то и сделал бы любой фрикилл вообще любого героя на карте, будь то тройка, керри, мидер, сап. Что и происходит? Арену можно не жалеть даже на сапа, чтобы наверняка убивать. И чтобы в случае чего, если за сапом окажутся союзники, то вы смогли за счет аспекта превратиться в макаку какую-то и задоджить какие-то спеллы, там пережить прокаст чей-то и выйти. Просто стараются сидеть на деревьях, чтобы там просветить героев. Понял, что ничего не получится тут больше, сразу же пошел качаться, не теряет времени, чтобы опять же не выпасть из игры. Если у вас также в начале ничего не получилось по какой-то причине, допустим, вы умерли во время ганга там больше там 2 раз, или просто не было возможности загангать, потому что, ну, либо линии в сопли проиграны, либо там еще что-то не получилось, то вы вместо диффуза покупаете молнии, чтобы покачаться и не выпасть из игры по сравнению там с нетворсом остальных героев на карте, и иметь какой-то дэмэдж, и, ну, чтобы просто качаться, короче, нормально. И дальше у вас с молниями билд у вас выглядит молнии, шард, БКБ, Мёльнир, либо БКБ, шард, Мёльнир.
И далее у вас дефолтная игра как с диффузом. Такой же билд, то есть либо нулик, там, либо скади, либо башер какой-нибудь. Но башер очень редко, зачастую нулик, чтобы диспелить всякую противную штуку у врагов. Либо скади просто, чтобы перебивать героев и быть, ну, очень жирным. В редких случаях еще, если БКБ вообще не нужно, если там нету контроля, либо контроль только в БКБ, можно взять либо Сию, либо Манту, зачастую это Манта, потому что много статов, диспел, и с Мантой еще на иллюзиях работает выжигание маны от диффуза. Старается сплитить линии как можно чаще. У него, когда вы играете на МК, у вас вообще никакая линия не должна быть запушена, ну, до вашего таура. Вы всегда сразу же ее обратно отспличиваете, вас за это, ну, никак не убить. В файтах старайтесь, если шард, просто сесть сбоку, либо сзади на какого-нибудь сапа, либо если у вас много burst damage, можете залететь с палки, подсетапить какого-нибудь кора, который слишком охуел, так скажем, чтобы его просто за секунду убить, и потом сразу там на дерево отпрыгиваете, либо ну, что-то в этом роде, чтобы ну, не убили вас сразу же. Ну, либо продолжайте файт, там, если враги вас развернуть пытаются. Забирают Рошана сразу же под 20. Сейчас он будет на МК играть по топ. Жить в топе, сплитить здесь линию, чтобы под 20-ю забрать Торма. Что, ну, очень важно, потому что, ну, шард никакому сапу не помешает. Засплитили линии, побили Т2. И вот сразу же ждет здесь Торментора. Находит на Триденсе здесь Чоуснайта. По деревьям аккуратно прыгает, ищет героев. Сейчас обратно пойдет, чтобы Торма забрать. Вот так он и делает. Выбивают шард. Аегис есть, БКБ докачано. Сейчас уже можно просто заканчивать, идти в героев бесконечно и давить в них, прыгать на шарде. Толкать линии максимально глубоко. Вообще ничего не бояться уже можно на МК. Спокойно давит, спокойно убивает всех героев. Как я говорил, лучше передвигаться вот так вот в мисчифе, потому что это по скорости не меньше, чем когда вы передвигаетесь с помощью триденса. Вот. Можете только с базы нажать триденс плюс Primal Spring, либо как вот сейчас Лорел сделал, там вот отсюда нажал, чтобы там быстрее вот до сюда добраться, потому что думал, что здесь файт будет. Когда скипаете пачки и на линии, которую вы скипаете, кто-то присутствует и может выйти на пачку, лучше посидеть на дереве чуть, подождать героя там, и ну, вдруг он выйдет, вы его убьете просто. Вот как сейчас, вот, допустим, он сейчас сядет, скорее всего, на дерево. Ладно, он на пачке засветился. На пачке засветился, герой вражеский тоже засветился, просто нажал второй, третий, и на шарде в чела прилетел, и ну и все. Два экрана просто пролетают. Сейчас просто будет открываться Т1, Т2, и будет там трон уже падать. Просто стараются при заходе на ХГ Tower Damage у вас, ну, не прям много, просто старайтесь рядом, неподалеку светить героев, чтобы, если что, у вас там в крысу не обошли, не напали. Также зачастую вас, скорее всего, будут пытаться обходить там в каком-нибудь смоке, и когда вы так будете сидеть на дереве, вот в таких вот проходах вы будете ревилить смок. Вот как сейчас, скорее всего, будет. Да, вот он заревилил смок, и у врагов
не получилось выйти им в спину и как-то пытаться камбэкать игру. Дальше делает нулик, потому что там на сапах там всякие неприятные штучки есть. Еще третий спел у снайпера диспелится. Играет аккуратно, на верочку, прям слишком сильно не давит, когда понимает, что он один или что он не видит никого на карте, максимально аккуратно играет, старается там с командой быть. Вы можете также это, даже если это паблик, можете просто играть, ну, плюс-минус так же, никогда не нужно там заигрываться, куда-то давить, даже если вы 30-0 бегаете, очень легко просто закинуть игру на МК, потому что буквально пару смертей, и вы перестаете перебивать кого-либо вообще. Поэтому старайтесь там не умирать и делать киллы только вот прям на верочку. Ему вообще все мувы. Ну, в принципе, так желательно на любом, конечно, герою в доте играть, но вот на МК прям вообще желательно не ошибаться. Потому что вы просто превратитесь в сапа, который там дает стан, арену и умирает. После апа сразу же идет там докачивать свою шмотку нужную. Без шмотки не идет никуда там искать соло сапа, прочекивает Рошана, и уже с вот этой вот шмоткой ready там идет что-либо делать. Ну и сейчас падает Т2, скорее всего. Ну, там пачки нету, Т2, к сожалению, не спушить. Пошел, сразу же побежал не с командой в боте Рошана забирать, а толкать пачку, которая в топе, чтобы какой-нибудь разор не качнул, там не спушил Т1 и так далее. И чтобы сейчас было легче зайти на ХГ, когда у них будет впушено сейчас стреление. Будет так, ну, намного проще заходить, чем когда одна пачка в миду идет. А когда просто выходит под пачки, с палки ее качает. Зачекал вард. Просто стоит, ждет, чтобы сап вот тут вот прошел. И он его там, ну, подцепил как-то. Просто стоит, ждет. Сам как опс просто встал. Ну, показался... Постоял тут, пождал, показался герой, сразу же пошел с реакции, убил. Дальше стоит рядом с линией, ждет, пока подставится вражеский герой. Сейчас арену поставит, запрыгнет и будет арену, скорее всего, ставить нам. Еще никогда не пытайтесь на ХГ заходить через мид, потому что в миду вас могут там с двух сторон обойти, и в целом, ну, там намного всегда сложнее драться. Лучше драться в топе, ну, заходить на ХГ, и если вы с Дар играете, соответственно, в боте. Потому что здесь вас обойти можно только с одной точки с мида. Если вы будете заходить на ХГ с бота, когда играть за Radiant, то вас также можно будет обойти с двух точек, там, с визитом стороны и с мида. А тут вот только с мида можно обойти, и то заебисто будет. Ну, все тут аккуратненько, мегасов сейчас сделают, и там уже на МегаГ сейчас напишут, скорее всего. Все, МК по факту
всолил просто катку своими мувами, тем, что напряг все 3 линии, буквально, потому что он стягивает героев с линии на линию, гангает там, и врагам очень тяжело что-то сделать, они вынуждены туда-сюда стягиваться, у них пока нет там телепортов и так далее. И, ну, все, закономерный вин, без шансов.